Сегодня я передаю послание из глубин божественной мудрости. Отнеситесь к этому посланию с открытым сердцем и умом, поскольку оно содержит глубокие мысли и указания по ситуации, которую, возможно, будет трудно принять. Божественное сообщает, что на горизонте назревают перемены, и скоро кто-то другой займет ту роль или должность, которую вы сейчас занимаете. Перемены – неотъемлемая часть жизненного пути, часто приносящая новые перспективы для роста, трансформации и проявления божественного предназначения. Хотя смириться с тем, что вас сменит другой, может быть непросто, необходимо помнить, что этот переход ни в коей мере не умаляет вашей значимости. Я ценю тот уникальный вклад, который вы внесли. Вы получаете сообщение через портал сознания. Подпишитесь на наш канал, чтобы держать этот портал открытым и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Божественное передает, что этот переход не отражает отсутствие способностей с вашей стороны. Вы – божественное творение, наделенное несравненными дарами и талантами, которые оказывают положительное влияние на окружающих. Надвигающиеся перемены – это просто нить в запутанном гобелене жизни, где свежие энергии и взгляды необходимы для дальнейшего развития мира. После такого перехода вполне естественно испытывать различные эмоции, сомнения, грусть и даже чувство печали. Очень важно уважать и признавать эти чувства, давая себе пространство для скорби и исцеления. Напомните своей душе, что божественное начало проложило для вас путь. Этот сдвиг может послужить катализатором для начала новой, обогащающей главы в вашем путешествии. Божественное стремится заверить вас в том, что даже в разгар перемен вы никогда не останетесь одни. Божественное присутствие остается непоколебимым, направляя и поддерживая вас на каждом шагу. Верьте в божественное время и отдайтесь течению жизни, ибо в этой капитуляции могут открыться новые благословения и возможности. По мере того, как происходит этот переход, воспользуйтесь моментом, чтобы поразмышлять об уроках и опыте, которые дала вам эта роль или должность. Отметьте прогресс, достижения и влияние, которых вы добились. Осознайте, что Божественное наблюдало и признавало ваши усилия, а ваш вклад оказал неизгладимое влияние на жизнь других людей. Напишите 11 и 11 для подтверждения. Примите эти перемены с открытым сердцем и разумом, рассматривая их как возможность для личностного роста и исследования новых путей и возможностей. Будьте восприимчивы к новому опыту, отношениям и возможностям, которые могут появиться во время этого перехода. Помните, что ваша ценность не связана с внешними ролями или должностями. Ваша внутренняя сущность, ваша божественная искра ярко сияет внутри вас независимо от обстоятельств. Вы – уникальное и драгоценное творение Божественного, обладающее неограниченным потенциалом и безграничными возможностями. Осознайте, что этот переход означает не конец, а начало новой главы в вашем путешествии. Доверьтесь Божественному плану, ибо он обещает красоту и преображение. Ваш путь еще далек от завершения, и эти перемены служат ступенькой на пути к вашей конечной цели. На протяжении всего переходного периода черпайте силы в своей вере и внутренней стойкости.
Ищите утешения в молитве, медитации и мудрости духовной практики. Божественный мир всегда внимателен и готов подсказать, утешить и успокоить. Окружите себя сетью близких людей, которые поддерживают и понимают вас и готовы выслушать вас с состраданием. Делитесь с ними своими мыслями и эмоциями, зная, что их поддержка может укрепить вас на этом этапе жизни. Дорогая душа, прими это послание с открытым сердцем и разумом. Хотя может быть трудно смириться с тем, что кто-то другой вскоре займет ваше место, верьте в божественный план и доброту, присущую Вселенной. Ваша ценность намного выше любой роли или должности. Твердо знайте, что Божественное сопровождает вас на каждом шагу. Используйте возможности роста, уроки и благословения, которые сопровождают этот переходный период. Знайте, что Божественное готовит для вас необыкновенные вещи, и ваше путешествие продолжается в соответствии с вашим высшим предназначением. Почувствуйте любовь и благословение, которые Бог посылает вам. Верьте в эти благословения и восклицайте «Аминь». Напишите 1111 и нажмите «Мне нравится» на этом видео, если вы доверяете Божьим планам. Бог говорит, что вы прошли испытания, и теперь пришло ваше время получить благословение. Вы перенесли достаточно страданий и извлекли ценные уроки из всего пережитого. Вы проявили мужество, столкнувшись с неожиданными трудностями, и не ваши ошибки стали их причиной. Враг пытался поколебать вас, как ветер колеблет пшеницу, но вы в отчаянии уронили семена, которые упали на почву, влажную от слез, пролитых во время горестей. Откройте глаза с верой, земля содрогается, и появляется зеленый росток. Вы можете ясно видеть его. Я хочу, чтобы вы запечатлели в своем сердце, что этот год принесет большой урожай. Семена, которые вы считали мертвыми, ожили и вернутся к вам в виде плодов прекрасных, великих и истинных благословений, которые обогатят вашу духовную жизнь. Эти благословения не принесут печали или стресса, они не будут сопровождаться проблемами. Я создал все условия для вашего процветания, если вы будете хорошо относиться к другим и не станете полностью доверять смертным существам. Если вы будете исполнять мои заповеди, оставите сомнения и пессимизм и подниметесь с верой, и я смогу совершить в вашей жизни великие чудеса. Все возможно, если вы верите. Но помните, что это не игра в удачу или волшебство. Я говорю о моем святом слове, которое всегда исполняется в идеальное время по моей воле. Если вы хотите измениться, процветать и пережить глубокую трансформацию в своем сердце, я здесь, чтобы преобразить вас. Я обладаю силой, способной в одночасье изменить сердце и мысли, но мне всегда нужна ваша вера. Вы ступаете на новую землю, которую скоро откроете для себя, поэтому отпустите прошлое и с верой устремитесь вперед. Держитесь за благословение, которое я поставлю перед вами, испытание позади, ваше время пришло. В этот самый день я сотворю прекрасные чудеса в вашей жизни и в жизни вашей семьи. Не тревожьтесь из-за только что закрывшейся двери, поговорите со мной, выразите это своими словами. Подтвердите свои мысли. Запишите их. Скажите мне, что вы верите этому слову утешения,
и принимайте это святое ободрение с небес. Если одна дверь закрылась, не отчаивайтесь, потому что скоро откроется другая, более великая дверь, которая принесет нечто лучшее. На небесах идет духовная битва за вашу жизнь и веру, хотя вы этого не видите. Внешние и внутренние враги пытаются помешать вашему росту. Я поставлю на вашем пути людей, наделенных божественной мудростью, которые помогут вам двигаться вперед. Принимайте их советы со смирением и проводите время в молитве. В будущем я открою вам гораздо больше. Напишите «Спасибо, Бог» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Бог говорит, что вы одержите победу в этой битве, и каждое препятствие, с которым вы столкнетесь, будет преодолено. Это правда, что я могу избавить вас в одно мгновение, но вам нужно ценить свою веру, таланты и дары. Усвойте, что победы достаются не только вам. Если вы отвергаете мое слово и отказываетесь от своей веры, враг будет пытаться сбить вас с пути и посеять хаос. Вы достигнете невообразимых высот и благословите многих на своем пути. Ваша семья также будет возрастать в мудрости и смирении, преуспевая во всех отношениях. Однако очень важно, чтобы мы шли вместе. Дайте мне руку. Вы готовы подняться на духовный уровень, где строится будущее и меняются жизни? Пока вы слушаете меня, закладывается фундамент, чтобы построить дом на прочном камне и дать возможность будущим поколениям познать меня и служить мне. Каждому я дам дары, таланты и призвания, желание учиться и готовиться. Мечтайте за пределами видимого, воображайте за пределами своих нынешних возможностей. Вы и ваша семья не обречены на духовные страдания и эмоциональные потрясения. Вы не должны бороться в цепях долгов или жить в унынии. Учитесь мечтать, и я буду укреплять вашу веру и направлять вас, чтобы вы могли уверенно получать и распоряжаться грядущими благословениями. Я превращу вашу беду в благословение, вашу печаль в силу и исцелю вашу боль своей любовью. Почувствуйте мои нежные объятия, где бы вы ни находились, даже среди суеты и толпы. Уделите себе несколько минут и примите этот дар спокойствия для вашей души и мира для вашего ума. Я дарую вам силу контролировать бурные эмоции, будоражащие ваш разум. Хотя новости могут расстроить и ослабить вас, знайте, что я с вами. Ваша жизнь продолжается, это пройдет, ваше будущее отмечено божественным помазанием. Благословения не иссякнут, ни один враг не сможет сломить вас. Я превращу любое противодействие в благословение, недостаток в изобилии и исцелю любую болезнь в вашей семье и доме. Моя сила вечна, и я желаю, чтобы вы получили чудеса, которые я обещал вам. Я Бог, я не нарушаю своих обещаний, и мой замысел неизменен с незапамятных времен. Я пришел, чтобы спасти вас, даровать вам вечную жизнь и направить на верный путь. Я истина и решение в вашей жизни. Я с любовью прошу вас держаться моих обещаний, отвернувшись от лжи этого мира. Я рад видеть ваше доверие ко мне. Бог говорит, что ты больше не слушаешь угроз провокаторов, которые пытаются лишить тебя мира.
Они хотят наполнить ваш разум гневом и смятением, посеять ложные идеи и ошибочные чувства. Их цель – заставить вас совершать ошибки в повседневной жизни, обременить вас чувством вины и отвлечь от истины моей любви и моего присутствия. Вы знаете об их намерениях. Ваша любовь ко мне руководит вами, и вы никому не позволите оторвать вас от вашего нынешнего положения, окруженного привязанностью и высшей любовью, уникальной для вашей жизни. Несмотря на одиночество и недостаток нежности, от которых вы страдали, теперь я обнимаю и утешаю вас, даруя силу и божественную поддержку. Я глубоко люблю тебя, и хотя ты был напуган и встревожен, я услышал крики твоего сердца. Вы просили меня о срочной помощи, и моей могущественной рукой ваша ситуация будет разрешена. Я понимаю ваши нужды и важность решения этой проблемы. Вы не смогли решить ее своими силами и рассердили меня. Я хочу, чтобы вы поняли, что я всегда буду вам нужен, даже в благополучные времена. Не теряйте бдительности, ибо враг стремится ослабить вашу веру и разрушить ваши планы. Я помогу вам в этом испытании. Мне больно видеть вас опечаленными и огорченными. Я не хочу, чтобы вы страдали. Перестаньте зацикливаться на одних и тех же мыслях и отдайте мне все, что вы чувствуете. Не верьте в поражение и уныние, ваша вера в мою силу защитит вас. Не сдавайтесь, сохраняйте веру во всемогущего Бога. Неважно, насколько сильное уныние вы испытываете. Помните, что я с вами, и я благословлю вас. Я разожгу в вашем сердце огонь божественной любви и восстановлю ваше желание бороться. Держитесь моих обещаний и моих слов. Не слушайте тех, кто принижает вас. Я хочу, чтобы вы жили и процветали. Ваша ситуация улучшится, ваши тревоги разрешатся. Поверьте, ваше будущее изменится. Вы увидите своими глазами решение ваших трудностей. Не поддавайтесь негативу и мнениям, направленным на духовное страдание. Если вы читаете эти слова, значит, я дал вам разум, и вы выросли, вы готовы, ваше будущее полно надежд и перемен. Продолжайте бороться и всегда храните свою любовь ко мне. Пишите 888, чтобы подтвердить, что Бог говорит, что дверь скоро будет открыта. Я не ложный Бог, ограниченный воображением. Вы знаете меня, вам известна моя истинная сущность. Не сомневайтесь в моем слове. Когда бы вы ни попали в беду, я был рядом, чтобы спасти вас своими руками. Я обнимал вас с любовью, я давал вам жизнь. Несмотря на катастрофическое прошлое, после того, как я спас вас, ваше настоящее улучшилось. Пусть в вашем сердце горит огонь, мечта, которую я вложил в вас, растет, она станет деревом тени, провизией и изобилия для вас и тех, о ком вы с любовью заботитесь. Держитесь за жизнь, которую я даю вам, наполните свое существо радостью. Надвигаются великие перемены, они изменят вашу перспективу, вы поймете мой план для вас. Хотя раньше вы терпели неудачи, я стоял рядом с вами, я простил вас, я поднял вас, я не дал вам упасть и не оставил вас. На подходе 10 новых. Печаль рассеется, безграничное счастье наполнит вашу грудь, чудо уже на горизонте, скоро вы станете его свидетелем.
Заявите о своей вере и приверженности. Я верю в это, я люблю тебя, у меня на тебя великие планы, держа тебя за руку шаг за шагом, ты достигнешь мира и счастья. Дело не в скорости, а в стойкости и упорстве. Сохраняйте спокойную и сильную веру, сосредоточьтесь на мне, на предстоящем пути. Даже если вы чувствуете, что дни становятся длиннее, а ожидание измотывает вас, вы выросли, не позволяйте эмоциям управлять вашей жизнью. Я желаю благословений вашей семье. Я проложу вам путь, чтобы вы могли без страха встретить трудности. Враги будут побеждены, препятствия преодолены, жизнь не будет легкой, но вера и стойкость не оставят вас. Вы будете встречать трудности с мужеством, зная, что победа обеспечена. Примите мои святые обетования, исцеление для вашего тела, ясность для ваших мыслей, силу для вашего сердца. Я желаю разорвать цепи уныния и депрессии, негативные влияния исчезнут, если вы будете повиноваться мне и держаться за мою любовь. Вы станете свидетелем могущественного чуда. Не следуйте за теми, кто попадает в ловушку лжи и фальши. Сегодня чудо проявляется для тех, кто привержен истине, отвергает погоню за пустым богатством и славой. Моя сила не во внешности, ты открыл свое сердце, и я хочу творить в тебе чудеса. Облеки свою душу в смирение, отвергни козни разрушителя. Напишите 111, если вы верите. Бог говорит, что я поддержу вас, дам вам больше мира и мудрости, чтобы вы не устали в ожидании. Я не позволю жалобам и сомнениям осквернить твои уста, разрушить твою веру и счастье. Теперь, при всей своей чистоте, мой Бог, я верю в Тебя, я уповаю на Тебя, я терпеливо жду Твоих благословений. Я обещаю Тебе, что то, о чем Ты просил меня, придет со временем. Вы доверились мне, поняли, что все ваши молитвы во имя Иисуса будут услышаны. Я возвещаю наступление новых времен, обильных дождей и открытого неба, полных благословений, которые наполнят каждый уголок вашей жизни и дома. Вы и ваша семья будете наполнены миром и счастьем. Это достижимо для того, кто способен верить в меня, хранить мои слова в своем сердце и ждать благословения, не падая духом и не оборачиваясь назад. Я прошу только, чтобы вы осознали, как важно сохранять стойкость и терпение. Как семечку нужно время, чтобы родиться, упасть на плодородную почву, разбиться и преобразиться, прежде чем оно сможет прорасти и вырасти, так и вашим благословениям нужно время и усилия, чтобы выровняться в вашу пользу. Я понимаю, что вы это осознаете и не будете унывать. Не отвлекайтесь на горизонт, двигаясь вперед шаг за шагом. Вскоре вы преодолеете ситуацию, в которой оказались в данный момент. Не бойтесь перемен, ведь все они способствуют вашему благополучию. Я хочу, чтобы вы окружили себя людьми и ресурсами, которые помогут вам расти. Если вы идете со мной, никто не сможет победить вас, обвинить или осудить, потому что я буду рядом с вами, чтобы защитить вас. Дорогой, сын или дочь, если бы ты мог видеть духовными глазами, то заметил бы армии небесных ангелов, окружающих тебя, а также мой божественный свет, освещающий твой путь и повергающий твоих врагов. Если бы вы только могли воспринять, как все вокруг вас движется в вашу пользу, как небо и земля, вы бы поняли масштабы моего вмешательства. Скоро я открою вам великие вещи в снах,
чтобы вы смогли увидеть проблеск небес здесь, на земле. Моя способность двигать всей Вселенной находится в вашем распоряжении, и я делаю это, когда вижу искреннюю веру, подобную вашей, которая полностью отдается. Ваша любовь и мужество в вере радуют меня, и я отвечаю на ваши молитвы. Каждый день у меня для вас новое послание, хотя я остаюсь неизменным. Хотя каждый день приносит свои трудности, моя любовь окутывает вас и никогда не меняется. Прежде чем ты приступишь к своим повседневным делам, я хочу сказать тебе, что я люблю тебя, но мне хочется услышать это из твоих уст. Скажи мне, возлюбленный Иисус, я тоже люблю тебя. Нет ничего, о чем бы ты ни попросил меня, чего бы не смогла дать моя любовь. Я верну тебе то, что принадлежит тебе, твое достоинство и место, которого ты заслуживаешь. У меня есть для тебя лучшая жизнь, если ты отдашь мне свое сердце и примешь исцеление и прощение, которые предлагает моя любовь. Напишите 777, если вы верите в это. Бог говорит, что обещания уже записаны в вашем сердце, поэтому, если вы решили поверить мне, сделайте это со всей силой своей души и разума. Не поступайте как те, кто говорит о моей любви, но на самом деле не верит в нее. Они больше обращают внимание на суждения людей и подчиняются наказаниям и презрению, которые хотят наложить на них другие. Многие из них будут пытаться подчинить вас своему эгоистичному образу мышления, и хотя говорят, что любят вас, на самом деле хотят воспользоваться вами. Они призывают вас следовать невыполнимым правилам, которых сами не придерживаются. Они облекают себя в одежды праведности и ложной святости, утверждая, что они лучше вас, независимо от ваших поступков. В глазах этих извращенцев вы всегда считаетесь плохим парнем, виновным, самым большим грешником. Вы ничего не стоите в их глазах. Я призываю вас к полной свободе, чтобы вы обрели мир во сне сегодня ночью. Мой Святой Дух будет говорить с вами, исцелять вашу душу и разум, разрушая цепи, которые вы, возможно, все еще носите на себе. Когда наступит рассвет, вы будете свободны навсегда. Ваше счастье больше не будет зависеть от мнения окружающих. Наконец-то ты станешь тем, кто ты есть на самом деле, моей дочерью, моим сыном, мудрым, умным, мягким по характеру, настойчивым и мужественным, полным живой веры, пламенным, могучим и сильным. Держитесь за меня в самые тяжелые минуты, когда вас обижают и ранят ваши чувства. Среди тьмы ты будешь моим, и ты должен стремиться к лучшему. Не довольствуйся тем, что плачешь под крышей, где тебя только презирают. Я люблю тебя и помогу тебе, я прощаю тебя, я восстанавливаю тебя. Я могу предложить тебе лучшее будущее, мощные дары и таланты, мир, радость и здоровье. Займите свое место, встаньте с достоинством. Ты, принцесса, принц, тебя вечно защищает твой могущественный вечный небесный Отец. Скажи мне своими устами: я верю в тебя, любимый Отец, в моих руках чудо с твоим именем. Тот вопрос, который мы с тобой знаем, будет решен, твоя собственная семья будет поражена. Многие из тех, кто втайне принижал вас и открыто критиковал,
встанут на колени и попросят прощения за то, что обидели вас, не уважили и упустили возможность, которую искали, отвергнув вас. Я возьму вас в лучшую среду, я подниму вас духовно на тот уровень, где царит истинная любовь. Там они оценят дары и таланты, которыми я наделил вас, и будут поддерживать вас в вашем росте и процветании. Не бойтесь процветания. Речь идет не только о материальных благах, но и об обеспечении, мире, счастье, здоровье и семейной гармонии. Отсюда я вижу ваше чудо, оно настолько велико и прекрасно, что, увидев его, вы поймете, что все страдания стоили того. Твоя семья поймет, что ты был прав, доверившись Богу, который любит их, и будет плакать в раскаянии, что согрешил против меня, когда ты молился о терпении и силе, а они смеялись над тобой, думая, что ты не прав. Увидев мой мощный ответ на вашу молитву, они попросят у вас прощения. Я избрал тебя для чего-то особенного, чтобы ты стал настоящим благословением для своей семьи и народа, а не для того, чтобы быть богатым и популярным, как те, кто ищет признание любой ценой. Вы находитесь на другом уровне, не опускайтесь до того, чтобы принимать предлагаемые вам крохи. Смотрите вверх на мой трон. Там ваше место. С вашим упорством и верой вы достигнете и увидите исполнение всех обещаний, которые я дал вам. Я буду творить чудеса через вас, но никогда не ожидайте от людей ничего взамен. Примите мою любовь, мое постоянное присутствие и мир, который я предлагаю вам. Вот я держу в своих руках ваше чудо. Хотите ли вы его, да или нет? Аминь. Напишите 333, если вы верите в это. Бог говорит, твоя сила исходит от меня. Я единственный, кто может поддержать тебя, укрепить, расширить твое видение и счастье. Когда вера ослабевает, вспомни, как я поднимал тебя в трудные времена. Я люблю вас и с тех пор не перестаю показывать вам это. Не сомневайтесь, что сейчас вы близки к исполнению своих желаний. Вы увидите, как ваши мечты станут реальностью. Сейчас не время сдерживаться или позволять сомнениям управлять вашими мыслями. В прошлые времена вы действовали без раздумий и молитв, но я никогда не отворачивался от вас. Отдайте свои тяготы в мои руки, чтобы обрести покой. Сегодня я наполняю ваше сердце мужеством, чтобы противостоять трудностям, говорить с другими и бороться за то, что необходимо. Я буду с вами. Ваши мечты сбудутся, потому что сегодня с вами ваш всемогущий Бог. Если у вас есть я, у вас есть все. Я люблю тебя, и я здесь. Ты позвал меня в отчаяние, и я утешаю тебя. Я верю в тебя, меня радует твоя сильная вера. Ты взывал ко мне в любой ситуации, твоя вера, как священный фимиам, который приносят к моему алтарю. Твоя вера волнует меня, и ты знаешь, как сильно я люблю тебя. Я всегда хочу помочь вам. Больше вы и ваша семья не будете страдать от проблем, подобных тем, что были в прошлом. Я дам вам мудрость и разум, чтобы различать нападки врага. Идите и ищите благословения, которые я приготовил. Вы будете призывать людей, которых я благословлю через вас.
Вы – ответ на молитвы других людей. Мои благословения предназначены для тех, кто верит и ищет с искренним сердцем. Я открываю великую дверь в вашей жизни. Сохраняйте смирение, чтобы не поддаться влиянию гордыни. Читайте Библию, укреплите свою веру и доверие. Слушайте меня каждое утро, дорожите моими словами и обещаниями. Ваша молитва имеет силу. Продолжайте молиться. Когда вам кажется, что вы достигли дна, на самом деле вы прикасаетесь к небесам. Моя рука с любовью ласкает вашу голову. Идите вперед и смело продолжайте свой день. Мои ангелы с вами. Моя любовь защищает вас. Я люблю вас. Аминь. Напишите «Аминь», если вы верите, что получите это сегодня. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы усилить связь с порталом сознания. Да благословит вас Господь!